Одного из классиков ингушской литературы Исыка Дзоева солисты Госфилармонии чествуют музыкальным подарком. Творцу слова посвящают самые искренние и теплые пожелания. 80 лет – это как? Кончается юность, начинается молодость. Пора подумать о женитьбе. Песни, в которых воспевается воинственный дух, быт, культура, а также смелость нашего народа. Юмористические сценки, в которых оживают рассказы мастера пера. И пусть за плечами у Исыка Дзоева 8-й десяток, но ясный ум и желание работать остаются неизменными. Я бы вам хотел пожелать быть активными, молодежи особенно, быть активными, развитыми, отважными, храбрыми, мудрыми и жизнедеятельными. Потому что наша жизнь – это борьба. В этой борьбе побеждает тот, кто активен, кто силен. Я не имею в виду бицепсы физические, я имею в виду ум, образование, культура. Удобное кресло, стол, заполненный собственными работами, который украшает и чернильница с пером. Небольшой зал летнего амфитеатра на это время превратился в рабочий кабинет писателя. Уютную, по-настоящему домашнюю обстановку создают и сами люди, пришедшие на вечер. Полный зал друзей, родственников и поклонников творчества Исыка Дзоева. Специально для них Иса Аюпович устроил небольшое знакомство с его произведениями. Главная тема беседы – роман эпопеи Ингуши. Труд состоит из 7 томов. Az Gagıl Sendiyat elçi ve historici halka daima lahtış hatırdır Galgay istoridi datsiya. Хочется огромное спасибо сказать организаторам этого проекта, этого творческого вечера, непосредственно кто задумал, потому что писатель в преклонном возрасте, несмотря на его возраст, он является очень простым, очень таким душевным человеком, и пообщаясь с ним, я насытился вот этим вдохновением на стремление к чему-то хорошему, да, на вот, знаете, вот, как вам сказать, даже будучи молодым, у меня не было столько энергии, столько позитива, сколько есть в нем. Организатор творческого вечера Минкультрегиона совместно с инициативной группой, которую возглавил Дауд Гаракоев. Эта встреча, по его мнению, отличная возможность познакомить каждого с творчеством мастера слова, который всю жизнь посвятил себя пропаганде ингушского языка. «Над бездной», «Обвал», «Сердца отважных», Суланбек Сагапшинский, Исаак Дзоев – автор 26 книг, многие из которых заняли место в личной библиотеке почти каждого ингуша. Но книги писателя известны не только за пределами республики, но и страны. Очень плодовитый писатель. Желаю ему здравствовать, прожить 100 лет, и чтобы он еще до конца своих дней радовал нас своим творчеством. Иса очень многое сделал для нашей республики, для нашего поколения, относительно молодежи, относительно ну и всего, что можно говорить, и много-много всего, что относится к нашему народу в своей части, и я считаю, он свой долг выполнил и дальше активно продолжает работать. Сейчас автор работает параллельно над 4 книгами, все они уже в процессе. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.